Это диктант, который был предложен для написания 6 апреля 2013 года в рамках акции «Тотальный диктант». Называется он «Зло во благо» или «Благо во зло». Автором его является Дина Рубина, и состоит этот диктант из таких 3 больших смысловых отрывков. Первый отрывок – это рассуждение Дины Рубиной о том, что есть такой интернет. Вторая часть – это обмен репликами между Диной Рубиной и ее другом, известным физиком, живущим в Париже и рассуждающим относительно того, что есть интернет. И третья часть – это такие итоговые рассуждения главной героини о том, что станется с русским языком, в общем, в связи с появлением интернета. Зло во благо или благо во зло. Красная строка. Вопросы, относящиеся к могущественному интернету, вполне можно назвать экзистенциальными, как и вопрос о том, что мы делаем в этом мире. Красная строка. Нет такого прибора, который мог бы определить явную пользу и столь же явное зло, что приносят нам все великие изобретения, как нет и возможности отделить одно от другого. Красная строка, начинается прямая речь одного из персонажей, который рекомендует оформлять не через кавычки, а через тире. Первое предложение прямой речи. «Я бы не спешил слишком остро критиковать интернет за все грехи человечества», возразил мой друг, известный физик, давно живущий в Париже. Кстати, мы познакомились с ним через интернет. С моей точки зрения, это замечательная вещь хотя бы потому, что талантливые и умные люди получили возможность общаться, объединяясь и тем самым способствуя великим открытиям новейшего времени. Подумайте, например, о полярниках в Антарктиде. Разве интернет-коммуникация для них не великое благо? А плебс так и останется плебсом, с интернетом или без. В свое время монстры покроя Гитлера или Муссолини при наличии лишь радио и прессы ухитрялись убийственно воздействовать на массы. Да и книга всегда была весьма сильным орудием. На бумаге можно печатать поэзию Шекспира и прозу Чехова, а можно пособие по терроризму и призывы к погромам. Бумага стерпит все, как и интернет. Это изобретение само по себе не относится к категориям добра или зла, так же как огонь, динамит, алкоголь, нитраты или ядерная энергия. Все зависит от того, кто им пользуется. Это настолько очевидно, что даже скучно обсуждать. «Напишите лучше о том, — добавил профессор, — как трудно в наш век стать взрослым, как целые поколения обречены на вечную и необратимую незрелость». Здесь заканчивается прямая речь, слова первого персонажа. Из красной строки точно так же рекомендуется оформлять прямую речь главной героини не через кавычки, а через тире в начале строчки. С красной строки. То есть все-таки о всемирной паутине, упрямо уточнила я. Как раз там я прочитала на днях: лучшее, что дала мне жизнь, это детство без интернета. Последний абзац с красной строки. Так что мы, собственно говоря, делаем в этом мире, думаю я, проникая все глубже в его тайны, стараясь докопаться до самого сокровенного родника, чья кристальная сила утолит нашу жажду бессмертия. И существует ли он, этот родник, или каждое следующее поколение, снявшее очередной покров с великой тайны, способно лишь замутить чистые воды бытия, подаренного нам непознаваемым гением Вселенной?
Несмотря на то, что текст диктанта действительно не очень легкий, прежде всего с точки зрения пунктуации, я очень надеюсь, что вы справитесь с ним успешно.